На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Президент Абхазии Аслан Бжаня провел личный прием граждан. Как сообщает пресс-служба главы государства, на прием, продолжавшийся около 5 часов, пришли 43 посетителя из разных городов и районов республики. Затронутые ими вопросы касались различных областей – медицинской, социальной, инфраструктурной, жилищной, правовой, научной и другие. По итогам приема граждан глава государства дал поручение соответствующим ведомствам для изучения обращений и принятия решения по поднятым вопросам. В Общественной палате Абхазии обсудили вопрос возможного открытия государственной границы. На встречу были приглашены министры здравоохранения, туризма, депутаты парламента, санитарные врачи. Мнения участников встречи разделились, но было и общее понимание сложности ситуации. Алика Трапш расскажет подробности обсуждения. На календаре середина лета. Казалось бы, курортный сезон должен быть в самом разгаре. Однако по известным причинам в Абхазии он все еще не начался. Как отметил министр здравоохранения Томас Цахнаки, введенные ограничительные меры дали положительные результаты и не допустили массового распространения инфекции COVID-19. Поэтому на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Абхазии благоприятная. Кроме того, по словам Томаса Цахнаки, Минздрав республики располагает всеми препаратами для лечения 300 пациентов с коронавирусом. И этих лекарств хватит на ближайший квартал в случае необходимости. Но если откроют границу, Абхазия не сможет полностью избежать проникновения коронавируса в страну. И при прогнозируемом увеличении количества больных нужна будет внешняя помощь. Нам прибудет по нашей просьбе, прибудут 2 бригады. Это по линии Роспотребнадзора и Минздрава. Одной целью. Чем они могут нам помочь? Безусловно, если прогнозировать вероятность того, что количество больных может увеличиться, а у нас есть дефицит в специалистах определенного профиля, в частности реаниматологов и инфекционистов. Конечно, нам в этом отношении нужна помощь. И мы ставим вопрос именно так. И, соответственно, наши коллеги готовы изучить ситуацию и продумать план, чем они нам могут помочь. В республике в наличии 2000 тест-систем для обследования на коронавирус, говорит главный санитарный врач республики Людмила Скорик. В связи с тем, что российская сторона для всех въезжающих на территорию требует справки об отсутствии инфекции, то эти тест-системы расходуются с геометрической прогрессией. И, по ее словам, тяжело прогнозировать, насколько их хватит. В случае открытия границы абхазская сторона не справится с обследованием всех въезжающих, подчеркнула Скорик. Если будет наплыв лиц извне и, скорее всего, не поедет 100% состав наших туристов, имеющих ПЦР-диагностику через границу Республики Абхазия, мы не справимся с обследованием всех, которые будут переходить через границу. Безусловно, с одной стороны, закрытая граница является неким гарантом безопасности от проникновения коронавируса в Абхазию. Но с другой, отсутствие курортного сезона сильно отразилось на экономике страны в целом. Депутат парламента Рауль Лова считает, что столько времени граница не может быть закрытой. Нужно всем соответствующим службам и власти совместно принять решение, как поступить дальше. Посмотрите, вот присылают сюда видеоролики с Сочи, с Краснодарского края. Мы как людям объясним, что там курортный сезон состоялся, а у нас нет. Мы здесь закрылись. 4 миллиона человек, которые проживают в Краснодарском крае, погибшие там, за десятки не выходят. Я понимаю всю нашу общую тревогу. Но мы все тоже должны понимать, если принимаем тоже решение, нам надо и власти тоже поддержать. Поддержать. Вот реально тогда, вот сегодня вы пригласили, увидели, услышали, примите тоже какое-то решение. Совместное решение, чтобы мы все вместе нашу ответственность тоже разделили. Если скажем, все, мы не будем открывать границы, давайте тогда. Тогда нам надо ответить, а что дальше делать? Вы знаете, какие ресурсы в Абхазии? Вы знаете, что финансовых средств здесь практически нет. Как мы людей будем кормить зимой? Как людей, отправить детей своих в школу, которые не могут деньги заработать? Их просто негде денег заработать. Если мы не открываем границу, тогда мы должны сказать, что делать дальше. Недооценивать значимость сезона сложно. От этого реально зависит жизнь в нашей республике. Для общей справки, около 20 тысяч человек напрямую задействованы в курортной отрасли.
Это 20 тысяч семей. Большая часть населения Абхазии, даже если они не живут в курортных городах, так называемых, зависит от сезона. Денежная масса здесь появляется именно летом. Денежная масса. Что нам делать дальше? Я согласен с врачами, то, что опаска есть. Так что я надеюсь, что те правила, которые разработаны под руководством Людмилы Вильбертовны, те правила, которые предложены нами, связанные с переходом границы, с ковид-справками, позволят нам минимизировать, а желательно избежать случаев попадания заразы на территорию Абхазии. В ходе обсуждения сложившейся эпидемической ситуации и возможном открытии абхазо-российской границы мнения участников встречи разделились. Но все были убеждены в одном – необходимо срочно предпринять меры, которые могли бы вывести страну из экономического кризиса и при этом не дать коронавирусу распространиться в Абхазии. Ситуация вообще сложилась, можно сказать, патовая. Одна сторона нашего населения 3 руками за открытие границы, для того, чтобы каким-то образом поддержать свое социальное положение. Другая сторона хочет обезопасить полностью, закрыть и еще более жесткие меры ввести. Я, например, не понимаю тех людей, которые сегодня возьмут на себя ответственность и скажут, или да, или наоборот, будут отрицать те мероприятия, которые предлагает другая часть. Мы должны принять какое-то консолидированное решение в этом вопросе. Почему? Потому что не власть будет виновата, если, допустим, в случае открытия здесь у нас произойдет всплеск эпидемии, или в случае ее удержания в том режиме, в котором он сегодня есть, чем мы будем кормить осенью, зимой, весной наш народ, который был полностью настроен на туристическую сферу. Вопрос открытия абхазо-российской границы по-прежнему остается актуальным. Но в любом случае решение об ее открытии должно быть принято 2 сторонами согласованно. Аля Катрапштамас Чиковани, Абхазское телевидение. Диагноз коронавирус не зафиксирован ни у одного из 12 протестированных за последние сутки, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 выздоровели и 1 пациент умер. Открытие российско-абхазской границы сегодня тема номер 1 в Абхазии. В соответствии с распоряжением президента Абхазии Аслана Бжани от 15 июля граница между Абхазией и Россией остается закрытой до 21 июля. Все «за» и «против» взвешиваются не только в руководстве нашей страны. Простые люди тоже высказывают свое мнение. Вот что думают жители Сухума по этому поводу. Считаю, что нужно открыть, потому что хочется выезжать все-таки. И думаю, что нет такой критической опасности, которая была раньше, изначально. Вы знаете, двоякое такое чувство в этом вопросе. С одной стороны, мне очень хотелось бы, чтобы открыли границу, потому что мой сын должен приехать сюда, и у нас сейчас проблемы с этим. С другой стороны, мы боимся, конечно. Боимся, что завезут коронавирус. Надо открывать, и надо, тем более это Россия нам так помогает. Мне кажется, что мы должны открыть, и лучше будем жить, чем сейчас. Пандемия? Пандемия. Все хорошо будет. Ой, вы знаете, это такая ответственность сказать, что вот сейчас открываете границу и все будет хорошо, тоже не могу. Не знаю. С одной стороны, очень жаль людей, которые рассчитывали на сезон и все остальное. Такая, знаете, 50 на 50 вопрос. Не могу сказать откровенно и точно. Я не считаю, что это несет угрозу для Абхазии. Я считаю, что границу нужно открыть. С одной стороны, да, с другой вообще страшно. Не знаем даже, как сказать, вот честно говоря. Не дай бог сюда опять нам принесут заразу. Что будем делать? У нас такой нет медицины, чтобы нас так лечило, как в России. Границу надо открывать. Но я сама уже 18 лет работаю на границе. Постарела на этой границе. У людей нет работы. Вся Абхазия кормится за счет этой границы. В Сочи же сколько отдыхающих, уже переполнено все. Санатории все. Сейчас не принимают они никого.
потому что уже переполнены, столько отдыхающих. А у нас все гостиницы пустые, народ тоже уже не может ждать. Уже 3,5 месяца все сидят дома, безработные. Президент Аслан Бжанья встретился с народной артисткой Абхазии и России Хиблой Гирзмава. Глава государства поприветствовал оперную диву. «Мы рады, что вы справились с болезнью и снова можете радовать поклонников своим творчеством», сказал Бжанья. Напомним, что певица не так давно переболела COVID-19 в связи с пандемией. Также был отменен ежегодный фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает». Певица поблагодарила Аслана Бжанья за теплый прием, выразив надежду, что еще не раз сможет порадовать поклонников на родной земле. С вами как-то общались, если вы помните, я был вместе с вами в Кремле на концерте. Это каким-то образом было связано с супругой Дмитрия Анатольевича Медведева. Там, кажется, Спиваков, его супруга. Мы с Игорем Радовичем вас туда привезли и из Кремля увозили, если вы это помните. Да, помню. Да. После этого мне не доводилось с вами общаться. Мне очень приятно вас видеть. Мы очень счастливы, что вы у нас есть. С удовольствием приехала, естественно, каждый год бываю в Москве, и в Абхазии. Понятно, что наш фестиваль живет и родился в Абхазии. В этом году, к сожалению, из-за пандемии я решила не проводить фестиваль, потому как многие фестивали сейчас отменены. Очень сложное время сейчас, все закрыто, и я надеюсь, что у нас мир откроется когда-то, и искусство и музыка вновь будут украшать мир, и мы тоже. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Узган представила коллективу Робчерноморэнерго нового руководителя Михаила Логуа, назначенного на эту должность 17 июля. Кристина Узган отметила большой управленческий и хозяйственный опыт Логуа и выразила уверенность в его плодотворной работе. Энергетическая отрасль на данный момент находится в тяжелой экономической ситуации, подчеркнула вице-премьер, министр экономики, и необходимо создать концепцию ее развития. К сожалению, Михаил Валерьевич человек достаточно опытный. У него большой опыт работы управленческой и хозяйственной. Отрасль стратегическая, одна из важнейших отраслей экономики Республики Абхазия, от которой практически зависит вся экономика и ее будущее. Хочу обратить внимание на то, что отрасль находится сегодня в тяжелой экономическая ситуация, несмотря на то, что были попытки в определенном смысле исправить ситуацию, но тот ресурс финансовый, которым располагает республика на сегодняшний день, недостаточен для того, чтобы привести отрасль в порядок. К сожалению, пока отсутствует концепция развития отрасли, я хочу уделить этому вопросу тоже особое внимание. Аслан Георгиевич Басария в определенный период выполнял работы по формированию такой концепции. В 2016 году в рамках инвестиционной программы были выделены 55 миллионов рублей на разработку такой концепции. Она была разработана, была принята в установленном порядке, но, к сожалению, за прошедший период Кабинетом министров так и не была она рассмотрена и одобрена. Я хочу, чтобы вы этому вопросу также уделили большое внимание. Те добрые традиции, которые были заложены с момента основания компании, да, всеми ее руководителями, в том числе и то хорошее, что было заложено Асланом Георгиевичем, мы будем продолжать развивать и укреплять. Задачи стоят сложные, но мы обязаны и должны их решить, и это возможно только при вашей поддержке, это возможно только при дружной, сплоченной работе коллектива. Ушел из жизни Владимир Авицба, заслуженный журналист Абхазии, кандидат исторических наук, партийный и государственный деятель республики, дипломат, член Союза журналистов СССР и Абхазии. Эту печальную новость сообщает Союз журналистов Абхазии. Владимир Джамалович Авицба в разные годы был заведующим отделом и заместителем редактора газеты «Апсныгапш», был первым секретарем Ткорчалского горкома партии, избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР 3 созывов. С 1994 по 2014 годы Владимир Авицба был полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике. Ему присвоен высший дипломатический ранг – чрезвычайный полномочный посол. В последние годы работал в Абхазском институте гуманитарных исследований. Награжден орденами Ахтзапша 3-й степени и знак почета медалями СССР.
В Абхазском государственном университете прошел День открытых дверей. Деканы факультетов познакомили абитуриентов с правилами приема в вуз и основными образовательными программами. День открытых дверей – это добрая традиция, которая проводится в вузах всего мира. Свои двери для абитуриентов распахнул и Абхазский государственный университет. Сегодня сюда могут прийти все желающие и детально ознакомиться со всеми специальностями. А те, кто уже определился с профессией, идут на кафедру, где их ждут их будущие преподаватели. Судя по количеству молодых людей в коридорах, желающих поступить в главный вуз страны, немало. Сотни старшеклассников, их родителей и абитуриентов пришли, чтобы познакомиться с жизнью университета, правилами приема и с самим процессом обучения. Поток устремляется по коридорам, а затем расходится по кафедрам. Это филологический факультет, место, где растят будущих журналистов и лингвистов. Я с детства любила журналистику, с детства хотела стать журналистом, но когда я заканчивала 11 класс, естественно, у меня были другие приметы, я хотела на другие факультеты, но я все обдумала и решила стать журналисткой, потому что я люблю свой язык, я хочу именно на абхазском языке стать журналисткой. У меня есть известные журналисты, на которых я бы очень хотела похожа быть на них. Это Екатерина Бебе. Например, вот Джикер Багукуца, она как бы из Гудауты. Я бы хотела также стоять в нашем районе города Гудаута и также прославлять ее. В стенах университета рады всем гостям. А деканы с удовольствием рассказывают, для чего нужна та или иная специальность, что она дает и какие перспективы открывает. В этом году у нас намного больше абитуриентов, чем в прошлом году. Более 100 абитуриентов. И все специальности у нас почти забиты. Есть там, где большой конкурс, скажем, на английском языке, там 28 человек, а месть государственный там 6. По словам Батала Хагуш, абхазские секторы факультета пользуются большим спросом. К примеру, направление журналистики принимает даже тех студентов, которые не очень хорошо владеют абхазским языком, однако хотят его выучить. К нам поступают гальцы на абхазский сектор. Со знанием там чуть-чуть знание маленькое, естественно, там уровень совсем маленький, то есть элементарный, но мы их берем для того, чтобы после окончания уже отправить в Гальский район, чтобы они обучали абхазскому языку. У нас 2 уже таких есть. С 2016 года в АГУ функционирует отделение искусств, в котором студенты обучаются по нескольким направлениям. Изобразительное искусство, живопись, дизайн костюма, актерское мастерство. 17-летняя Лиана Зитлян выбрала специальность графический дизайн. Год занималась в школе предвузовской подготовки и теперь в числе других абитуриентов пришла за экзаменационным листом. Мне всегда нравилось оформление фасадов, интерьера, я не знаю, обложек, начиная от обложек книг, заканчивая меню в ресторанах. Мне всегда это было интересно, и вот так вышло, что я пошла на графический дизайн. Вот это рисунок, здесь у меня куб. И вот. Тебе, наверное, в школе нравилось черчение, да? Да, очень. Всего на отделении искусств в этом году подал заявление 31 человек. Это чуть меньше, чем в прошлом году. Мы сняли экзамены по композиции живописи, оставили только рисунок, потому что рисунок – это основа изобразительного направления. Смущает еще один момент, то, что на дизайн костюма ни один человек не подал заявление. Но я считаю, что это просто из-за пандемии коронавируса, потому что люди не смогли все-таки подготовиться вовремя. День открытых дверей – это возможность убедиться в правильности своего выбора, а еще приблизиться к заветной мечте. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 50 историй, собранных в одном издании. В мультимедийном пресс-центре «Спутник Абхазия» прошла презентация книги доктора филологических наук, профессора Абхазского государственного университета, заслуженного журналиста Абхазии Екатерины Бебе «Дорога к вершине». Об известных людях Абхазии и Карачаево-Черкесии. Об авторе и героях книги в репортаже Сарии Кварацхелия. Люди, которым посвящена книга «Дорога к вершине», не похожи друг на друга. Но всех их объединяет одно – твердость духа. Екатерина Бебе при создании очерков старается узнать о героях все. Через образы отдельных личностей в целом автор показывает дух абхазского народа, его культуру, героизм, традиции и преданность родине. Написать о жизни неординарных и сильных людей – подарок судьбы, признается Екатерина Георгиевна. С героями этих книг и других очерков переплетались мои дороги, связанные с журналистской, научной, педагогической, общественной деятельностью.
все, о чем я пишу, наполнено душевной энергией моей любви к человеку. Портреты героев книги выразительные, а архивные источники становятся подтверждением приведенных событий из их жизни. В текстах очерков, собранных в издании «Дорога к вершине», кроме личных наблюдений Екатерины Бебе, большое место занимают рассказы людей, которые хорошо знают или знали того или иного героя. Накануне юбилея столетия народного поэта Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграта Шинкуба Екатерина Бебе побывала в республиках Северного Кавказа с целью подготовки документального фильма о жизни и творчестве народного поэта. В книге собраны рассказы людей, которые лично знали Шинкуба. Это поэты, общественные деятели, историки, художники. А на презентации присутствовал внук поэта Ливан Мика. Большой подарок в дни столетия, что ты посетила республики Северного Кавказа, наших братьев, которых мы очень любим и без которых мы вот сегодня в них нуждаемся. И спасибо большое, ты летописец нашей эпохи. Спасибо огромное. В одном из своих очерков автор рассказывает историю рода Топагуа. Выделила Екатерина Бебе эту фамилию не случайно. Ее представители внесли колоссальный вклад в развитие республики. Среди них участники Отечественной войны народа Абхазии, политические деятели, заслуженные учителя. Оксана Топагуа – журналистка, дочь героя Абхазии Риваза Топагуа. И первый экземпляр книги достался именно ей. У меня является большой честью быть маленькой частью такого большого труда, такой книги исторической. В этой книге непосредственно говорится о моем роде Топагуа. Екатерина Георгиевна является моим преподавателем уже на протяжении 5 лет. Мы работали вместе с ней, и мы очень много вместе с ней проводили время. Безмерно ей благодарна за то, что она дала нам такую возможность и написала такие слова, чтобы мы были достойны этих прекрасных слов. Книга написана на 2 языках – на абхазском и русском. Редактор русского текста Татьяна Алексеева, абхазского Гунда Адзенба. Прочитав ее книги, вроде бы знакомые нам всем люди открываются с другой стороны совершенно. Очень интересно читать, и ты начинаешь еще больше уважать тех людей, о которых ты прочитал. И я хочу отметить, что быть редактором у такого автора, как Екатерина Бебе, очень несложно, потому что она из тех авторов, которая с благодарностью принимает замечания редакторов. Книга «Дорога к вершине» об известных людях не только Абхазии, но и Карачаево-Черкесии. Екатерина Бебе подробно рассказывает историю своей встречи с председателем Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусой Экзековым, который прислал участникам презентации аудиосообщение со словами благодарности автору. Я хочу от всей души поздравить со столь интересной, очень важной для всех нас. Убежден в том, что вы будете впредь радовать нас. «Дорога к вершинам» вышла тиражом 400 экземпляров. В завершении встречи Екатерина Бебе подписала и подарила присутствовавшим героям книги по экземпляру. Сария Гварацхеля, Инала Гухава, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В Сухуме прошел финал интеллектуальной игры «Айкюбок» по типу своей игры. Департамент по делам молодежи и спорта столичной администрации интеллектуально-творческий клуб «Дюна» вот уже почти 3 года проводит такого рода соревнования. Популярность игры с каждым годом растет среди молодежи. Об этом наш следующий сюжет. Клуб «Дюна» более 10 лет занимается интеллектуальными играми в Абхазии, но наиболее популярным в последние 3 года стали турниры «Айкюбок» по своей игре. Департамент по делам молодежи и спорта администрации города Сухум давно сотрудничает с клубом «Дюна» и поддерживает молодежные проекты. Вы видите, какое большое количество ребят с разными интересами объединяет этот проект. Это здорово, конечно же, и я думаю, мы в дальнейшем будем совместно проводить проекты. Письменный отбор проходил среди 50 участников, 27 из которых прошли в основной этап. Игра не командная, каждый борется сам за себя. В ней принимают участие люди разного возраста, но в основном это студенты. Эта своя игра очень похожа на ту, которую мы привыкли видеть по НТВ. Единственное отличие в том, что мы не используем таких раундов, как кот в мешке, аукционы. У нас нет финального раунда. Наша своя игра более приближена к спортивной версии.
И мы стараемся относиться к интеллектуальным играм больше как к спорту, поэтому мы делаем уклон именно в это русло и стараемся адаптировать даже свою игру под спортивные правила. На каждый турнир iCubek готовится около 450 вопросов. Темы разные, но организаторы стараются, чтобы вопросов было много на тему фольклора и истории Абхазии. Тем самым мы поощряем тягу ребят к знаниям, каким-то знаниям и углублениям в абхазский фольклор, абхазские пословицы, поговорки и так далее. Хочется поблагодарить департамент по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум, который уже не первый раз поддерживает наши игры, и благодаря им у нас есть возможность каждый раз собирать вот такие вот аудитории большие. В наших планах развивать так же, как турнир, свою игру и другие интеллектуальные дисциплины тоже. И выносить их из чемпионатов и делать вот такими отдельными турнирами. Британцы за 20. Этот знаменитый пират смог стать рыцарем Альвис. Это Дрейк, верно? После 1/9 финала были выбраны по одному победителю троек, которые встретились в 1/3. В финале играли 3 самых сильных знатока. Победителем турнира стал Владимир Миронов. Второе место занял Михаил Кирия. И третье – Аля Сайба. Всем троим были вручены подарочные сертификаты. Саперов МЧС Абхазии привлекли к очистке столичного пляжа. Как сообщает пресс-служба спасательного ведомства страны, сотрудники отдела пиротехники МЧС Республики присоединились к работам по очистке пляжа в Сухуми. Задачей саперов стала утилизация крупногабаритных металлоконструкций, которые ранее обнаружили водолазы ГИМС МЧС на дне моря и которые невозможно было вытащить на берег имеющейся спецтехникой. Предварительно начальник отдела пиротехники Рамиз Цукба, который непосредственно занимался установкой взрывчатки, прошел краткие курсы по погружению в воду с аквалангом. Перед началом установки взрывчатки министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня, который лично наблюдал за ходом работ, обратил особое внимание на обеспечение безопасности по периметру. В этом помогли сотрудники МВД Республики. В общей сложности было утилизировано 6 объектов. Тем самым работы по очистке столичного пляжа завершены. Теперь они продолжатся в других районах республики. Работы проводятся в рамках открытия купального сезона. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с ремонтом пожарного гидранта по улице Ардзенба и Налыпа, ремонтными работами по улице Кугония, улица Гулия, Вардания, Чочуа 21 июля с 12 ночи до 7 вечера будет прекращена подача питьевой воды в районах города. Старый поселок, Колос, улица Адыгейская, вокзал, Вием, центральная часть города и рынок. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, 21 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой. Местами возможен град. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 24-29, температура морской воды плюс 27 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.